Дмитрий Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы посетили Словению в 2009 году, когда смотрели отборочный матч между Словенией и Россией по футболу. Так что можно сказать, что вы Словению уже немножко знаете. Как вы оцениваете отношения между Словенией и Россией? Вы начали сразу с самого грустного события, которое происходило, насколько я знаю, у вас на родине. Я действительно посетил в 2009 году Словению, где наша сборная встречалась с вашей и, к сожалению, не просто проиграла, это ладно, это в жизни бывает, но еще и не вошла в следующий этап чемпионата. Вот. Но я в Словении бывал в гораздо более приятных случаях. Я все-таки был и на отдыхе когда-то в Словении, правда, уже довольно давно. Вот. Ну и в составе делегации тоже был. Если говорить о наших отношениях, то они в целом, на мой взгляд, находятся на очень хорошем уровне и отвечают интересам двух наших народов. Эти отношения, конечно, имеют уже очень длительную историю, можно сказать, вековую историю, которая помогает этим отношениям выдерживать различные проблемы. Вот, поэтому, несмотря на то, что сейчас между Россией и Евросоюзом не самый простой период отношений, я считаю, что в целом отношения между нашими странами вполне хорошие, что, собственно, и побудило нас совершить соответствующий официальный визит в вашу страну. Надеюсь, что в ходе переговоров, которые состоятся у меня в Словении и с президентом, и с председателем правительства, и с председателем Государственного собрания, я смогу обсудить все вопросы, которые касаются развития российско-славянского сотрудничества, начиная от экономики, ну и заканчивая всеми другими моментами, включая нашу общую и славную историю, и историю XIX века, и историю XX века. Вы говорили о отношениях сейчас между Словенией и Россией. Если продолжаем разговор про экономику России и Словении, товарооборот между Словенией и Россией в 2013 году впервые превысил 2 миллиарда долларов. Это хорошая цифра и такая положительная динамика. Мы отмечали ее и в прошлом году. Но в этом году товарооборот значительно снизился. По-вашему, как будут дальнейшее развиваться экономические отношения между Россией и Словенией? Еще такой дополнительный вопрос у меня к вам. В каких отраслях возможно расширение инвестиционного сотрудничества? Снижение товарооборота между Россией и Словенией, как и, собственно, между Россией и Евросоюзом, имеет две причины. Причина номер один, она конъюнктурно-экономическая, потому что очевидно, что объем товарооборота складывается из целого ряда товаров, которые поставляются по экспорту и получаются по импорту. Один из наиболее важных видов товаров, которые поставляет Российская Федерация, это сырье, и в значительной степени это газ и нефть. Цены на эти энергоносители упали, что для поставщика, наверное, не очень хорошо, для потребителя хорошо. Это, естественно, уменьшило товарооборот. И нужно эту причину иметь в виду. И это как бы нормальная часть уменьшения товарооборота. То, что сегодня упало, завтра вырастет. Значит, но есть, к сожалению, другая часть. Она связана с введением санкций и, соответственно, с нашими ответными мерами. И вот это падение я не могу считать нормальным, потому что оно связано с политическими решениями. Не погружаясь сейчас в историю этого вопроса, она, в общем, у всех на слуху, что называется, могу лишь отметить, что в целом это плохо для наших стран. Только за первые 5 месяцев этого года наш товарооборот упал, по-моему, там чуть ли не на 40%. При этом вы справедливо сказали, что в 2013 году, так сказать, на своем пике он достигал 2 миллиардов долларов. Это приличные цифры, весьма приличные деньги. Мы к ним достаточно долго шли. А теперь в результате политических решений, к сожалению, этот товарооборот стал меньше. Вот. Но, что называется, не мы этот процесс начали. Я уверен, что и не мы, так сказать, его будем завершать.
В любом случае, всякого рода ограничения политические, они исчезают. А торговые отношения, а тем более добрые отношения между странами, между народами, симпатия между людьми, они всегда остаются и превалируют над этим. Что касается инвестиций, то мы в целом с оптимизмом смотрим в будущее, даже несмотря на то, что сейчас не лучшее время. У нас общий объем накопленных инвестиций, там более, наверное, 500 миллионов евро. Приблизительно они, так сказать, вот где-то в равных параметрах это славянские инвестиции в Россию и чуть меньше российские в Словению. Где можно было бы дальше сотрудничать? Ну, совершенно очевидно, что у вас есть целый ряд интересных для России объектов, которые мы бы хотели рассматривать в качестве приоритетов инвестиционного сотрудничества. Это и промышленность, и энергетика, включая энергетику электрическую. Это гостиничное хозяйство, туризм. В свою очередь, славянские инвестиции тоже связаны с производством товаров народного потребления. Целый ряд фирм, известных славянских, у нас имеют свои офисы и производят продукцию, которая, кстати, пользуется хорошим спросом. Это и бытовая техника, это и фармацевтическая продукция. Вот. Я считаю, что вот по этим направлениям все, что мы делали, нужно закрепить, ну, преодолеть, наверное, вот эти временные трудности и расширять наше сотрудничество. Вы сказали, что главная причина того, что товарооборот между Россией и Словенией упал, это санкции. Недавно Евросоюз санкции продлил на полгода, а Россия продлила санкции на год. Почему Россия продлила санкции на год? И, по-вашему, как долго будет продолжаться это противостояние между Западом и Россией? Я не знаю, как долго будет противостояние это продолжаться, потому что, еще раз говорю, не мы его начали. И мы неоднократно говорили, что санкционный путь бессмысленен, потому что он вообще ни к чему не ведет и ничем обычно не заканчивается, кроме того, что портятся отношения, и потом нужно проводить долгие и тяжелые переговоры. Я сейчас приведу совершенно другой пример. Он вообще как бы никак не связан ни с Россией, ни с Европой. Он просто очень показателен. Два даже примера. В отношении Советского Союза санкции вводились в 20 веке 10 раз. Мы можем по-разному относиться к Советскому Союзу. Это государство было достаточно сложным, но ни разу Советский Союз ни на что не поддался, что называется. Только что закончились довольно успешно, и я всех с этим поздравляю, переговоры с Ираном. 6 посредников, представителей Евросоюза и Ирана. Ну и что? Зачем теряли время, что называется? Поэтому, понимаете, санкции – путь вообще тупиковый. Я с удивлением, кстати, вот сегодня, когда смотрел материалы к интервью, обратил внимание на то, что один из ваших руководителей где-то сказал, что, вот, знаете, у нас товарооборот с Россией упал почти на 40%. Это значит, что санкции эффективны и достигают своего результата. Но можно по-разному относиться к России, можно по-разному относиться к нашим отношениям, но если товарооборот упал на 40%, значит, это ударило и по интересам славянских производителей, по интересам славянского бизнеса. Чему тут радоваться-то? Вот. Так что мне кажется, что вот такая абсурдная логика, она не должна применяться. Значит, можно говорить о том, что мы все находимся там в рамках тех или иных обязательств. Мы понимаем, Словения – часть Евросоюза, участник Североатлантического альянса, у вас есть свои обязательства. Но радоваться тому, что наша экономика вместе проседает, что падают объемы торгового сотрудничества, мне кажется, не стоит. Когда закончится... Ну, поживем, увидим. Я, в принципе, оптимист. Считаю, что в любом случае этому придет конец. Вы упомянули наши ответные меры. Почему они рассчитаны на год? Это не для того, чтобы сделать европейцам побольнее, что называется. Это сугубо прагматическая история. Дело в том, что наши ответные меры связаны с продовольствием. И вы знаете, мы сейчас активно занимаемся замещением продуктов питания, производим их в стране, у нас огромная страна, огромное сельское хозяйство, уж точно мы себя накормить можем. Вот. И сельхозцикл, он рассчитан просто на год, чтобы наши аграрии планировали это на более длительный срок. Вот только с этим у нас нет желания специально, значит, показать, какие мы крутые, там, и что мы, значит, продлеваем все это на более длительный период. Нет.
Но мы будем, конечно, свои, в этом смысле, национальные интересы национальных производителей защищать. Отношения между Западом и Россией на данный момент сложнее. Возможен ли в этих условиях возврат к идее строительства единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, что в принципе все время поддерживала Россия? Конечно, возможно. Несмотря на то, что у нас сейчас не очень простая ситуация в отношениях между Россией и Европой, ну и некоторыми другими странами. Я скажу лишь в отношении российско-европейского сотрудничества. Евросоюз все равно наш крупнейший партнер. Не страны Восточно-Азиатского региона, Тихоокеанского региона, а Евросоюз. Да, у нас упал товарооборот, но все равно этот оборот измеряется несколькими сотнями, ну, сейчас я не знаю, как по итогам этого года будет, несколькими сотнями миллиардов евро. И он все равно сохраняется. Нужны, Европе нужен российский рынок, России нужно сотрудничество с Европой. Поэтому идея единого экономического пространства, она никуда не делась. Она в экономическом плане абсолютно разумная. И более того, выдвинута и новая идея, об этом говорил, кстати, недавно и президент Путин, идея налаживания взаимоотношений между крупнейшими интеграционными объединениями на территории всего евразиатского пространства. Это и Европейский Союз, и Евразийский экономический союз, и Шанхайская организация сотрудничества, и пояс Шелкового пути, это вот китайский проект. Мне кажется, что если мы будем такие проекты собирать вместе, то от этого выгодают все. Очень интересно, что вы как раз сейчас заговорили про шелковый путь Китая и про Евразийский экономический союз. Эта концепция китайского шелкового пути, она достаточно новая, а вообще в последнее время очень интенсивно обсуждается вопрос будущего Евразийского экономического союза. Вам не кажется, что эти две концепции, эти два проекта, они совместимы или они будут друг другу конкурировать? Вы сказали очень правильную вещь. Они совместимы, и они будут друг с другом конкурировать. Это очень хорошо. Они совместимы, потому что мир большой, и Россия огромная страна, и мы готовы, естественно, продолжить наше сотрудничество с Европейским Союзом, о чем я только что сказал. Мы развиваем сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом. У нас там тоже большой объем сотрудничества, и действительно есть новые идеи. Но я считаю, что у нас есть возможность договариваться и о двухсторонних проектах, и о трехсторонних проектах. Но мы активно работаем с европейскими компаниями, которые поставляют свою продукцию, создают свои производства на территории России. Мы поставляем свою продукцию, тоже создаем какие-то свои производства в Европейском Союзе. Но у нас есть Дальний Восток. Он огромный. Там Сибирь, там огромное количество богатств. Оттуда можно поставлять значительное число энергоресурсов, о чем мы договорились с Китайской Народной Республикой. И вообще путь из Китая в Европу, он не может идти мимо России. И вот этими преимуществами, как мне кажется, нужно воспользоваться и Европейскому Союзу, и Китайской Народной Республике, и другим, кстати, партнерам, которые там есть. Это и Индия, и Япония, и Корея, и масса других стран. Ну и, наконец, нашей стране, которая имеет колоссальный транзитный потенциал, помимо всего прочего. Мы сейчас как бы в разговоре потихонечку двигаемся в сторону Востока. Западные санкции, в принципе, одна из причин, что Россия повернулась на восток, особенно к Китаю, но в том числе она пытается укрепить отношения, связи и с другими странами БРИКС. Сейчас, на данный момент, все-таки в этой группе БРИКС российская экономика растет очень медленно, у нее очень низкий рост, а с другой стороны Китай – это самая сильная экономика в этой группе. Есть такая поговорка, говорит, что тот, кто платит деньги, заказывает музыку. Нет ли опасений, что Россия попадет в зависимость от Китая?
Нет, конечно, такой опасности нет. У нас с Китаем равноправные, дружественные отношения. Более того, скажу прямо, за всю историю российско-китайского сотрудничества, но это уже там много веков, у нас сейчас отношения на самой высокой точке. Такой уровень отношений не достигали ни до революции в нашей стране, ни в советский период. Ну вот они сейчас именно на таком уровне находятся. Мы нужны друг другу, нам нужен такой крепкий, серьезный партнер, как Китай, у которого и рынок огромный, и денежные возможности огромные. Китаю нужен такой рынок, как Российская Федерация. Плюс у нас по многим международным вопросам очень сходные позиции. Мы создали важные площадки для сотрудничества, такие как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, вами упомянутый. Вот, поэтому здесь нет никаких перекосов. И даже сразу скажу, обычно меня вот спрашивают таким образом: вы что, теперь развернулись из Европы, ушли в Азию? На Тихий океан нет. Мы всегда там были. Просто сейчас время наступило, когда нужно активизировать это сотрудничество. По двум причинам. Во-первых, оно не было слишком хорошо развитым, в том числе и с Китаем, кстати. Хотя сейчас наш товарооборот уже приблизился там, почти к 100 миллиардам долларов. Но, тем не менее, он гораздо ниже, чем оборот с Европейским Союзом. Вот. А во-вторых, ну, чего скрывать, часть европейского рынка для нас оказалась закрытой. Ну, мы, естественно, пошли в другом направлении. Вот, поэтому это совершенно нормальный процесс. В отношении роста нашей экономики, но у нас сейчас действительно не самый лучший период. Действительно, китайская экономика растет гораздо быстрее, хотя здесь еще есть вопрос эффекта базы. Вот, это первое. Второе, наша экономика до последнего времени, во всяком случае, до проблем, которые связаны с санкциями, росла приблизительно так же, как росла экономика Европейского Союза, ну, скажем так, медленно, не очень быстро. В этом году ситуация еще сложнее, по всей вероятности, будет некоторое падение. Вот, но это преодолимые факторы. Я думаю, что уже в конце этого года, начале следующего года экономика снова вернется на траекторию роста. Он не будет фантастическим, но это все-таки будет тот рост, который будет позволять решать экономические задачи. А каким партнером является Китай? Ну, очень требовательный партнер. Ну, Китай наш сосед. Еще раз говорю, мы уже на протяжении многих веков сотрудничаем с Китаем и живем бок о бок, совместные проекты имеем. У Китая свой путь. Мы сейчас как раз стоим на, может быть, близких международных позициях, но в целом мы равноправные партнеры и не вмешиваемся во внутренние дела друг друга. С Китаем комфортно работать. И, кстати, в этом году у нас многократно происходили встречи. Приезжал президент Китайской Народной Республики к нам на празднование Дня Победы. Кстати, спасибо и за то, что славянская делегация принимала участие, несмотря на целый ряд там всяких разных политических сложностей, которые этот процесс сопровождал. В этом году президент России будет принимать участие в китайских торжествах. У меня в конце года запланирована встреча с моим партнером, премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. То есть у нас полноформатная и очень интенсивная работа с ними. Украина одна из самых острых проблем нынешней Европы. Там кризис продолжается уже 1,5 года. Ваши ожидания и видите ли вы реальные шансы урегулирования украинского кризиса в обозримом будущем? Вижу. Первое. Украинский кризис носит рукотворный характер. Он не просто где-то там зародился в мозгах или еще в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств. Нет. Он носит рукотворный характер. И ответственность за него несут прежние руководители Украины и нынешние. Одни не сумели навести порядок, а вторые допустили, по сути, возникновение гражданской войны. Спрашивать с них за это должен украинский народ. Второе. Украинский кризис может быть разрешен только на территории Украины, самими украинцами. Ни Российской Федерацией, ни Европейским Союзом, ни Соединенными Штатами Америки, а только самими украинцами. Им нужно сесть за стол и обо всем договориться. Власть должна проявить гибкость в рамках минских договоренностей, принять те решения, которые они должны принять, включая
решения, связанные с автономиями на юго-востоке Украины. Естественно, ополченцы и вот эти политические силы, которые на юго-востоке действуют, должны проявить склонность к компромиссу и договориться с украинскими властями. И тогда на украинской земле наступит мир. Вот это, наверное, самое главное. Потому что если этого не произойдет, то мы будем свидетелями очень печального процесса. Он и сейчас очень печальный, но он может приобрести поистине драматический характер. Знаете, история такая штука довольно жесткая и очень быстрая. Ну вот я вернусь к тем событиям, которые вам ближе. Вот давайте спросим, например, в России у молодежи, кто помнит такую страну, как Югославия. Я думаю, что большинство молодых людей уже с трудом припомнит, что такая страна была на карте Европы. В то же время, естественно, все знают, ездят, любят, дружат с государствами, которые образовались на базе бывшей страны. И это был очень тяжелый, трудный, очень болезненный и, к сожалению, немирный процесс. Почему я об этом вспоминаю? Потому что, когда нам говорят о том, что нужно уважать международные обязательства, мы с этим полностью согласны. Более того, очевидно, что необходимо придерживаться международных обязательств, общепринятых норм международного права, но этот подход должен применяться ко всем странам и ко всем ситуациям. Я вспомнил Югославию только потому, что, я надеюсь, нам через некоторое время не придется вот в таком же ключе вспоминать, что было такое государство, которое называлось Украина. А существование Украины в настоящий момент зависит от мудрости, терпения, такта, склонности к компромиссу и желания договариваться всех тех, кто принимает решения на территории Украины. Я имею в виду и власти в Киеве, я имею в виду и политические силы на юго-востоке. А Россия может в этом помочь? Вашингтон в этом может помочь? Конечно, может. И мы стараемся все для этого делать. Помочь могут все, кто хочет реального достижения договоренностей. И Россия, хотя мы не считаем себя ответственными за этот конфликт. Но действительно Украина очень близкая страна, там живут очень близкие для нас люди, родственники, по сути. Может и помочь и Евросоюз, и помогает, кстати. Я считаю, что роль целого ряда стран очень важна в нынешний период. И Соединенные Штаты Америки, безусловно, могут этому процессу помочь. Потому что Соединенные Штаты Америки – крупнейшее государство, очень мощное, которое имеет, чего скрывать, ключевую роль в НАТО, которое имеет контрольный пакет в мировой экономике и так далее. И, опять же, чего скрывать, украинские властители активно консультируются с Вашингтоном. И в этом плане мы считаем, что и наши контакты с американцами в этом смысле полезны. Но ни в коем случае нельзя ничего навязывать. Вот проблема Украины заключается в том, что в какой-то момент отдельным государствам захотелось там порулить, дать пример того, как могут развиваться события. Но вот что получилось, мы все знаем. Давайте еще вернемся к отношениям между Россией и Словенией. Давайте, это приятнее. Как вы знаете, Словения планировала участие в проекте «Южный поток». Россия в начале этого года от проекта отказалась, но теперь занимается другим проектом, это «Турецкий поток». Насколько я знаю, пока еще не достигли соглашения межправительственного между Москвой и Анкарой по строительству этого газопровода. А с другой стороны, есть еще, конечно, Европа, которая пытается уменьшить энергетическую зависимость от России. Какова на данный момент судьба турецкого потока? Ну, Южный поток сначала. Южный поток стал жертвой бюрократии в Брюсселе. Вот, собственно, и все. К сожалению, это так и произошло. Мы готовы были его реализовать, мы сделали массу приготовлений, потратили даже деньги довольно значительные на все. На это готовы были развернуть строительство уже по дну моря. Но брюссельские
Чиновники сказали, что мы не можем это согласовать. По сути, все это затянули, заволынили, как у нас принято говорить. Болгария не смогла принять решение, и этот проект умер. Ну вот, это первое. Второе. В отношении турецкого потока. Это альтернатива, безусловно, Южному потоку. И, в принципе, мы с оптимизмом смотрим на этот проект. Часть документов подписана, но межправительственное соглашение пока действительно не подписано. Причина здесь в значительной степени заключается в том, что там нет правительства. Наши партнеры, наши товарищи в Турции должны это правительство сформировать. Это не очень простое дело, как иногда показывает опыт. Мы ведем переговоры с ними. Надеюсь, что когда все политические проблемы у них завершатся, политический процесс завершится, мы сможем окончательно по всем вопросам договориться. И, кстати, у Словении здесь тоже может быть своя вполне серьезная роль, потому что, естественно, мы готовы поставлять газ по линии потока уже в Турцию, потом там может возникнуть довольно мощный набор хранилищ на границе между Турцией и Грецией. Ну а дальше все это может пойти уже по всей Европе. Целый ряд стран уже проявили к этому проекту интерес. Это и Венгрия, и Сербия, и некоторые другие. Вот, так что я рекомендовал бы вашим руководителям тоже посмотреть повнимательнее на этот проект. Ну и, наконец, еще один момент. Свято место пусто не бывает. Если нет Южного потока, возникает турецкий поток. Турецкий поток движется, может быть, не так быстро, как нам бы всем хотелось, но он движется. Раз это так, то возникает тогда идея второй нитки Северного потока, который газ доставляет из России по дну Балтийского моря в Германию. И только что, вы, наверное, знаете, был подписан соответствующий меморандум между компаниями о том, чтобы нарастить мощности поставки газа по Северному потоку. Так что в этом смысле энергобезопасность Европы будет гарантирована. А все же разговоры о том, что нужно уходить от энергозависимости от России, ну, пожалуйста, давайте уходить. Вопрос в том, во-первых, какой ценой. Здесь нужно прежде всего считать интересы потребителей в Европе. Можно же газ и в баллонах возить, например, из Соединенных Штатов Америки, но тогда этот газ будет золотой, платиновый. Можно и по-другому газ поставлять как-то. Поэтому это вопрос денег, это вопрос нормального коммерческого расчета. Вот. И мы считаем, что у всех этих проектов есть неплохое будущее. Надеюсь, что оно сможет и дальше обеспечивать европейских потребителей газом. И последнее. Это же не дорога с односторонним движением. Вот очень часто это пытаются показать таким образом, что вот Европа, бедная, зависит от России. Ну, давайте по-честному скажем. Ну и мы зависим от Европы в такой же самой степени. Если мы вам поставляем газ, если мы вложили миллиарды долларов в наше месторождение, в наши трубы, то мы также зависим от поставок в Европу, как вы зависите от поставок газов из Российской Федерации. Это и есть взаимные инвестиции. Это очень интересно, что вы сейчас сказали. Но вы согласны с тем, что Европа все время ищет альтернативу российскому газу и как раз сейчас думает, чтобы могла, допустим, импортировать азербайджанский газ? Особенно это важно для стран Юго-Восточной Европы. Насколько для России важен европейский рынок газа? Для России европейский рынок газа очень важен. И еще раз говорю, европейский рынок для нас носит ключевое значение. Мы с Европой торгуем уже много-много лет газом. Это уже десятилетия, своих обязательств не нарушали. И хотели бы и дальше поставлять газ в больших объемах на территорию Европы. Но это не значит, что мы не будем поставлять газ в другие места. И опять же, это не перенос акцентов, это не изменение вектора сотрудничества, это просто еще один вектор сотрудничества. То, что мы будем поставлять газ в Китай, ни в коей мере не обесценивает нашего сотрудничества с Европой. Дмитрий Анатольевич, вы как председатель правительства вместе со своей командой решаете самые важные вопросы развития страны. Какой вы видите Россию через 5 лет? Ну, мне бы хотелось, чтобы, конечно, через 5 лет Россия была более благополучной, более успешной в экономическом плане страной, чтобы наши люди просто жили лучше, могли себе позволить больше,
отдыхали бы больше, но в то же время и работали хорошо. В общем, чтобы это была современная, развитая страна, дружелюбная по отношению ко всем другим странам, в том числе дружащая с нашим партнером, со Словенией. Дмитрий Анатольевич, спасибо за разговор, и я надеюсь, что вы вернетесь в Москву с хорошими впечатлениями. Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо.